Первый вопрос повестки еженедельного совещания организации работы по обеспечению водоснабжением населения республики в летний период. Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту. По поручению главы республики в населенных пунктах, где возникают проблемы, организован подвоз воды. Также в рамках государственных программ продолжается реконструкция ветхих сетей водоснабжения. Как отметил директор ГУП «Единый оператор водоснабжения и водоотведения Республики Ингушетия» Муса Курсаев, проблемы с водой сегодня возникают в определенных сельских поселениях. В целом, кроме как всегда энергии, чтобы у нас не было в том или ином селе или городе воды, такой ситуации у нас не было. Также в Назране, хотелось бы, при земельных работах было нарушение трубопровода, и в воскресенье у нас было отключение центральной части Базошкина, приблизительно на 5 часов, пока мы устраняли аварию. Жители республики призывают платить по счетам. Поступающие средства помогут еще больше сделать для обеспечения качественным водоснабжением сел и городов республики. Лето в этом году выдалось жарким, поэтому увеличился расход воды. Проблемы с водой решают поэтапно. В рамках долгосрочной программы устраняют порывы, увеличивают добычу и не только. В целом мы продолжаем работу по укладке трубопровода, реализовываем производственную программу. Работаем круглосуточно. Следующий вопрос повестки – работа регионального центра управления регионом. Руководитель ЦУР подробно рассказал участникам совещания о статистике обращений за последние 7 дней. Все возникающие вопросы от жителей решаются оперативно. Сокращено время ответа на обращения. Ключевые моменты у нас – это среднее время ответа на обращение составило 4 часа 40 минут. При этом просроченных времени не зафиксировано. Просрочка. Наибольшее количество жалоб у нас поступило из самых больших наших густонаселенных городов. Это города Назрань 30%, Сунжа 23% и Мокобек 22%. Основные темы традиционно ЖКХ, отсутствие воды и низкое качество услуг ЖКХ 48%. А также у нас выросло число в направлениях энергетики 26%, частое отключение электричества, аварии на подстанциях. Ингушетия традиционно протягивает руку помощи жителям Курской области. Продолжается организация очередного гуманитарного груза из нашей республики. В обращении был указан список необходимой помощи, в которой нуждается население. В целях оперативного реагирования МЧС Республики Ингушетия проведен анализ перечня необходимых товаров, в том числе с учетом их веса и объема. Сформированные позиции были равномерно распределены между ведомственными организациями. Данный подход позволил обеспечить максимальную эффективность сбора гуманитарной помощи. Далее участники совещания переходят к следующему вопросу. Это реализация региональных составляющих национальных проектов и федеральных программ. Касса исполнения республики превышает среднее значение по Российской Федерации. Это у нас национальный проект «Семья». Касса по республике 55,2%, по стране 54%. Продолжительная и активная жизнь. Наша касса по республике 58, по Российской Федерации 50,60. Инфраструктура для жизни. Касса по республике 49,9, 44,4 и по Российской Федерации. Экология. Касса по республике 85,1, по Российской Федерации 43,2. И эффективная экономика. Наша касса по республике 100% и 70,5 по стране. Обсудили участники совещания также работу мобильного приложения госуслуги «Дом», сбор платежей, увеличение платежной дисциплины за потребленные ресурсы, ход отбора граждан на военную службу по контракту и не только. Рина Цичоева, Султан Булгучев, Магаз 24.